Скоро в Таджикистане вовсе не останется молодежи. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как предвзятость наших властей рушит будущее поколение. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Мальчиков в технари, девочек в гуманитарии. И так всегда происходит отбор в Таджикистане. Эксперты утверждают, что нивелировать данный диспаритет возможно, в том числе справедливым распределением президентских квот по специальностям среди девушек и юношей на поступление в вузы. Фирузат Джавидова, жительница Горно-Бадахшанской автономной области, мечтала стать специалистом по изучению самоцветов, которыми богат ее родной край. С раннего детства увлекалась разноцветными камушками, собирала в платочки наиболее привлекательные из них, за что часто становилась объектом насмешек подружек, так как такие камни не относились к редким и не имели практически никакой ценности. В старших классах узнала, что существуют специалисты, которые изучают самоцветы, и захотела поступить на геологический факультет, рассказывает она. Однако стать геологом Фирузе не было суждено. Малоимущая семья не могла себе позволить, чтобы девушка поступила на желанный факультет на договорной основе. Но поскольку она была способной девушкой, училась в школе исключительно на отлично, родители посоветовали ей подавать на конкурс для получения президентской квоты, обладатели которой обеспечиваются бесплатным высшим образованием, общежитием и даже президентской стипендией. Квоту она получила, но не туда, куда хотела, так как претендовать на льготное поступление в геологический факультет могли только мальчики. Практика предоставления президентских квот девушек из отдельных сельских местностей на поступление в вузы страны действует с 1997 года. Правила приема с тех пор неоднократно менялись. Действующие ныне были приняты постановлением правительства 1 мая 2020 года. Они регулируют порядок проведения конкурса по приему абитуриентов по президентской квоте и процедуре приема и абсолютно идентичны для девушек и юношей. Прием студентов осуществляется ежегодно в соответствии с планом, который предполагает, в частности, в 2021-2025 годы прием 303 студентов, в том числе 155 девушек и 148 юношей. Между тем, в Министерстве образования и науки утверждают, что на 2022-2023 учебный год было выделено 1285 президентских квот, 661 из которых получили девушки и 624 юноши. Прием девушек по квотам осуществлялся 14 вузами, а юношей 18. Подавляющее большинство специальностей для девушек имеют только гуманитарную направленность. В период независимости 11,5 тысяч девушек из отдаленных горных районов получили высшее образование по президентской квоте. За это время в целом 222 тысячи девушек окончили вузы, и в настоящее время в этих учреждениях учебой охвачено еще 100 тысяч девушек. Но при этом поступить девушкам на технические специальности практически невозможно. Квоты для них в этом направлении не выделяются. Справедливо ли это? Между тем, Минобрнауки утверждает, что не имеют никакого отношения к определению специальностей и их распределению среди девушек и юношей. В министерстве отметили, что списки специальностей по квотам отдельно для девушек и юношей ежегодно подготавливают хукуматы районов и городов с учетом потребностей в тех или иных кадрах. Минобрнауки в координации с местными хукуматами занимается только определением места и времени проведения конкурсов на получение квот и контролем этого процесса, пояснили в ведомстве. Правда, отделы образования, которые являются подразделениями Минобрнауки, все же по правилам привлекаются к подготовке списков. Специалист в области образования Шадыбек Кадиров считает, что преобладание гуманитарных специальностей в списке квот девушкам имеет объективные причины. В соответствии с правилами приема студентов по президентским квотам, они после получения высшего образования должны отработать в своих регионах минимум 3 года. В противном случае они не получат дипломы. Работой их обязаны обеспечивать местные власти, которые предложили подготовить кадры по необходимым своим регионам специальностям. А в сельских местностях у нас, как известно, отсутствуют какие-либо индустриальные предприятия или же хотя бы механизированные фермерские хозяйства, чтобы можно было бы устроиться на работу, например, инженером. Устроиться там преимущественно можно только в школах и медпунктах, добавил он. Представители сети организаций Таджикистана по экономическому укреплению женщин и снижению гендерного насилия, которая действует в рамках региональной программы национальной повестки женского предпринимательства в странах Центральной Азии, рекомендуют правительству запустить диалог с отраслевыми министерствами и ведомствами по изменению подходов по выделению квот с большим вовлечением женщин. Предлагается изменение структуры президентских квот, приоритетности специальностей, механизмов распределения и увеличения числа квот для девочек, особенно из сельской местности и девочек с инвалидностью. Изменение структуры президентских квот приведет к увеличению
увеличению квот для женщин и девушек в вузы по точным наукам, технологическим и производственно-промышленным направлениям. Данная мера сократит разрывы в оплате труда и изменит сложившиеся стереотипы по профориентации женщин, считают представители сети организаций. Они полагают, что изменение квотного распределения в пользу выделения большего количества мест для девушек на такие академические дисциплины, как технология, инженерия, математика и другие узкопрофильные направления, предоставит им возможность усилить свои позиции на рынке труда и расширить доступ к высокооплачиваемым и востребованным на рынке профессиям. А как вы относитесь к такой ситуации в Таджикистане и к выделению квот? Возможно, у вас есть интересные истории. Справедливо ли все это? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.